Итак, последний в этом году урожай или дополнение к урожаю малины. Призываю всех резать ботву малины, мелко нарезать, высушивать и использовать в чаях. Либо добавлять щепотку к черному и зеленому чаю, либо заваривать отдельно. Итак, вопрос, который я задаю часто на конференциях: скажите, какое растение может спасти жизнь или спасает жизнь? Знаете, все как бы задумываются, какое же растение может спасти жизнь. Итак, растение, способное спасти жизнь человеку. Малина. Малина и близко родственные семейства, которые содержат соответствующие ингредиенты. Что у нас в малине? Не ягода, ботва, листья и даже ветки в большей степени. Малина содержит салицилаты, натуральный природный аспирин, который разжижает кровь, не дает образовываться тромбам. Напоминаю, что третье по причину смертности – тромбоэмболия, образование тромбов, образование эмболов и закупорка магистральных вен, как то вены сердечные, и, соответственно, летальный исход в течение 5 минут. Все, у кого есть проблемы, связанные с заболеванием сердечно-сосудистой системы, всем рекомендую использовать малину. Не аспирин кардио. Не надо использовать синтетические ядовитые форматы, когда можно использовать натуральные, природные, безвредные, эффективные растительные форматы. Применение регулярное. Можно постоянно, можно эпизодически. Неделю пить, неделю не пить. У всех, у кого плохие показатели по крови, по свертываемости, то есть повышенные форматы свертывания крови и угроза образования тромбов. Варикозная болезнь, болезни, связанные с обменом веществ, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь. Вместо токсичного аспирин кардио простая огородная малина. Вот последний урожайчик нарезал вчера, мелко нарезал и расстелил на просушку. Итак, малина в чаях, возможность спасти жизнь. Абсолютно реально. Очень рекомендую всем, кто имеет вышеуказанный перечень заболеваний.